Я боюсь тебя в это путь. Добрый день. Здравствуйте. Как дела у вас? Как добрались? Нас же тут на самолете, в метро надо полчаса ехать. Да. Вот. Меня зовут Андрей Васильевич Аполлонов. Вот такой вот шуткой аранжировщик Гелани Стадник встретил участников проекта Декасанас. Сегодня они будут записывать свою первую песню. Несмотря на то, что некоторым из них уже приходилось работать в студии звукозаписи, все они немного волновались. Ведь рядом нет Зелимхана или Сижаны, которые могли бы помочь, что-то подсказать. Представь, что ты уже на концерте, и это очень торжественно и патриотично, поэтому должно так там-та-та-та, та-да-та-да-та-та. Вот эти вот все медленные, тихие моменты здесь не нужны. Здесь надо четкость прям, знаешь, это как марш должен быть. Молодец. По словам Гелани, все ребята поющие, у всех хорошие голоса. Но тем не менее, кто-то сегодня выделился среди остальных, а кому-то просто помешало волнение. Причины могут быть разными. Это означает лишь одно – ребятам надо побольше заниматься. Молодец. Я волновалась, как так у меня это в жизни в первый раз, были волнения. Ну, в общем, мне песня очень понравилась. Осталось лишь подвести итоги. Для этого Гелани завел ребят в зеленую комнату и дал им ценные наставления. В первую очередь он посоветовал забыть про слово «лень». Также участникам нужно научиться радоваться чужому успеху. Зависть должна быть только белой, а конкуренция – здоровой. По словам Гелани, если у кого-то сегодня получилось лучше, это не означает, что кто-то хуже. Где мы сейчас находимся? Это зеленая комната. Что такое зеленая комната? Гринскрин, да, рир, по-разному называют. Если кто с видео не связан, объясню. На фоне этого снимаются клипы, но в основном синхроны. Что такое синхроны в видеоклипах, например? Это есть история в клипе, да, сюжетная линия, сам сценарий. А есть синхроны, это то, что вы поете. То есть то, что вы повторяете в клипе своими словами, крупный дальний план. Вот обычно это все снимается на рире. Потом зеленый экран обрезается и вас ставят на любое изображение, хоть на Эйфелеву башню, хоть на горы Малайи, какие-то горы, там, неважно, Малайзии нет просто гор. Вот, то есть хоть на берег океана. А что я могу сказать по сегодняшней записи? Я не слышал всех ребят, но вот этот вот отбор Декасанас 2 гораздо сильнее, чем прошлый. Сейчас мы пройдем в студию, девочек я прослушал, но вы все равно будете присутствовать, да, мне интересно просто прослушать парней. Поэтому я Елену Сергеевну нашу попрошу, чтобы она нас распела, мальчиков послушала, мне просто интересно, как вы звучите. Сегодня мы записывали нашу первую песню, и впечатлений осталось очень много, хорошие впечатления. И я рада, что Гелани меня как-то выделил, сказал, что у меня низкий тембр голоса. Я рада, потому что мне всегда нравились низкие тона голосов. Хотелось бы сказать ему огромное спасибо, что он дал нам такие советы. Было очень приятно побывать у него в гостях. После девушек свои вокальные данные продемонстрировали парни. Собравшиеся услышали совершенно разные композиции на английском, русском и чеченском. Вот просто встал, спел. Вот в этом артист. Знаешь, говорят мне, кто тебе больше нравится, Мадонна или Алла Пугачева? Ну, конечно, Алла Пугачева. Ну, не потому что патриот.
Смотри, Дом культуры, например, город Рязань, да, какой-нибудь вообще там захолустье. Выпусти Мадонну на сцену, что она одна сделает без шоу? Ничего, она ноль, никто. Она это декорации, а Пугачева одна на сцене будет зал держать вот так вот несколько часов. Вот в этом артист. Не в декорациях, а в самом себе, поэтому ну, вот спой. Получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Они родились англичанинами, там, американцами, там, ну. Не надо это петь. Вы никогда не, произношение никогда у тебя не будет чистое, потому что это надо с детства разговаривать. Это надо жить там, чтобы был чистый английский язык. А они же пишут все в силу своего менталитета, в силу своей ментальности. У них даже мелодика даже их. Плюс да я вообще не знаю, зачем трогать их материал. Вот живешь в Российской Федерации, в Чечне, вот поешь на чеченском, на русском. Зачем тебе английские песни? С одной стороны, я с ним согласен, потому что народ все-таки любит что-то попроще, всегда так было. А так, я не знаю, вот мне это нравится, я хочу людям показать, вот как это я умею. Правда, в студии у меня не получилось это сделать, потому что из-за волнения первый раз пою перед столькими людьми. Тем более с такой душой, 18 лет. Он, во-первых, на опоре поет, видишь, он правильно поет, он дышит правильно. Приятно, конечно, даже от любого человека слышать приятные слова, это, не знаю, ну круто в любом случае. Я люблю такие, ну не знаю, лирические, где побольше драмы может быть, не знаю, так. И обязательно, чтобы произведение было сложным, иначе неинтересно учить. Совершенно разный вам надо репертуар, всем троим вообще разный. Вот он себя, видишь, нормально в этой музыке чувствует, да? Я так представляю, что не, я слышал и другой, начал. Я слышал и другой материал у него хорошо. Да? Да. Для меня это, конечно, было удивительным, потому что мне многие говорят, что итальянец, там, испанец, но мне понравилось, что Гилани заметил мой талант, и я бы хотел, чтобы Гилани со мной занимался. Я об этом с прошлого года мечтал. Кто мне понравился? Сразу скажу, что обижаться на меня бесполезно, потому что это мнение личное мое, и это не касается человеческих качеств, это чисто рабочих моментов. Просто кому-то надо больше работать, если там, интересно мое мнение, кому-то меньше. Мне понравилась девочка, которая Хеда,
повторюсь, мне голос ее. Но опять же, на верхушках она не раскрывается, а вот в середине и на низах у нее очень плотный голос, и она очень чисто поет. Ну, вот такой, знаешь, фирменный вокал. Это просто, ну, от природы видно. Из парней мне понравился Турпал, он очень чеченский, такой он прям, ну, чекан. Он может быть патриотичным чеченским певцом, он очень такой веселый, задорный, что ли, ну, молодой, потому что. И мне понравился Абубакар, это очень харизматичный парень, он очень театральный, что ли, да? Он вот может на сцене передавать эмоцию, он может прям погрузить зал в состояние аффекта. Каждый из ребят сегодня извлек для себя полезный урок. Узнал про свои минусы и плюсы. Но домой пока никто уходить не собирается. Ребята умеют совмещать полезное с приятным. После репетиции они решили немного развеяться. Организаторы проекта повели их на каток. Правда, не все стали пробовать лед. Кто-то предпочел наблюдать за всем со стороны. I'll take the long way round this time. We sing, oh, love, it's easy if you don't try to please me, if you don't wanna see me anymore. We sing now, oh, oh, here we go again. 24-летний участник проекта Декасанат Саид Дельмаев профессионально заниматься музыкой начал не так давно, всего лишь год назад. Хотя петь ему нравилось с детства, особого значения Саид своему увлечению не придавал. На помощь, как это часто бывает, пришли друзья. Они и посоветовали ему попробовать себя в музыке. Вообще мне помогли в этом, можно сказать, друзья. Мы постоянно собираемся, до сих пор это у нас традиция. Поем, там, ну, веселимся, разговариваем. И как-то они вот начали это самое замечать, как я подпеваю им, когда они пели. И вот мне посоветовали, сказали, что у меня можно развить голос там, если пойти к преподавателю правильному, что можно стать таким же певцом, как они. Я не помню ни одного друга, который его отговаривал от пения. Ну, по крайней мере, я все время его поддерживал, видел его стремление. Вот, всегда, когда я приходил к нему домой, он только и делал, что пел. Даже тогда, когда я хотел с ним просто поговорить о чем-либо, он сразу включал минусовки, начинал петь. Ну, в принципе, я всегда ему советовал, чтобы он пошел на какой-то конкурс, чтобы он как-то уже начал петь. Саид – студент нефтяного университета, параллельно обучается и в колледже культуры и искусств. Молодой парень успел поработать также режиссером монтажа на телеканале «Война». Словом, Саид пробовал себя в разных ролях, но, как он сам говорит, сердце просило другого. В мыслях, в голове везде была музыка. И родные, которые изначально были против, уступили ему и позволили заниматься тем, что он хочет. Родные, как сказать, 50 на 50. Кого-то это радовало, кто-то был против, например, мама была против сначала. И также некоторые друзья тоже были против, но потом, когда я уже перед ними начал петь, им нравилось это, и они говорили мне продолжать это дело. А почему? Ну, не знаю, петь чеченскому парню, некоторым это кажется как-то, ну, что не подходит это чеченскому парню быть певцом. А ты как сам считаешь? Ну, я считаю, человек должен заниматься тем, что ему нравится, если это не приносит вреда кому-то, конечно. Ведь, я не знаю, пением можно удовольствие доставлять людям, многим это нравится. И в роду не было ни певцов, ни музыкантов, и для нас как-то неприемлемо, я считала, что кто-то занимался музыкой, поэтому как бы все против были. Так как уже слышала, что все говорят, что у него голос, что у него хорошо все это получается. И его мать уже, когда прослушала его вроде бы, и на телефоне мне как-то показала, как он это... Ну и мне тоже понравилось, как он это пел. Как бы надо попробовать, может быть, что-то получится.
не веря в это, вот так, в колледж он поступил. Но когда стал заниматься уже музыкой, увлекся, тогда уже вижу, что серьезно он к этому отнесся. И вот тогда как-то давай попробуешь в этом конкурсе, что получится у тебя. В семье Саида поет не только он, но и его младший брат Сулейман. Не любящий лишнего внимания, на камеру петь он отказался. В этом году, ну, так же, как и я, на прослушивание конкурса пришел мой брат. Вот. Он прошел первый и второй тур, но почему-то уже в сам проект он прийти не захотел, постеснялся. Круг общения Саида с участием в проекте вырос. Со всеми ребятами у него хорошие отношения, а с некоторыми он поддерживает дружеский контакт. По его словам, он не чувствует такой конкуренции, о которой все говорят. Саид один из самых старших участников проекта, но, как он сам говорит, здесь возраст не имеет значения. То, что я старший, один из самых старших в проекте, мне как бы, ну как сказать, точно не помогает. Иногда я стесняюсь этого. Хотя это не моя вина, то, что я так поздно начал. Родители, которые меня заставили пойти на программиста учиться сначала. Потом захотели, чтобы я это продолжил, уже получил высшее образование. После колледжа я уже пошел в университет, и сейчас в этом году я его заканчиваю. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Ну, пока что самый главный мой минус — это скованность на сцене. Мне это очень сильно мешает. Дыхание захватывает и так далее, и так далее. Вот. Я не знаю, я вот могу сорваться и уйти в себя, и я не буду никого видеть. Я буду просто чувствовать песню, или я буду стесняться, одно из двух. Я пока 2 раза, когда выходил, те 2 раза, которые я выходил на сцену, когда у нас было прослушивание, первый раз я был очень скован, я весь дрожал. А уже 2-й раз, я не знаю, как-то я, уже когда голос у меня начал литься, я уже как-то расслабился, мне было даже приятно петь, несмотря на то, что там был зал большой. Меня сложно назвать конкурентом, потому что я не особо рвусь там какое-то место занять. Мне просто это нравится, я хотел побыть в этой сфере, узнать, каково это. И в первую очередь у меня в планах записать песню. Мне хочется, чтобы эта песня была вот самой лучшей моей, первой.